Да, существует такое бытовое мнение, то, что в силовой блок идут не успешные люди не с очень там хорошими оценками, да, успеваемостью и жизненными позициями. На самом деле нет, и я вообще категорически против этого мнения. Там, где стоит приставка «служба», это именно туда идут люди, которые лишают себя некоторых обыденных возможностей, некоторых условий комфорта, ценой порой своей жизни, и это многого стоит. Это же и есть вот патриоты ярые. И причем зарплаты-то там небольшие, невысокие. И всю жизнь по 20, по 30 лет люди служат там, ветеранами становятся. И я скажу так, у меня есть с чем сравнить сейчас госсектор, вот, предприятия промышленные, лучше практики управления персоналом, чем в командирских училищах, военных училищах, лучше не учат. Самые лучшие практики и управленцы, я считаю, именно те, кто вот с войск. Конечно же, есть много людей, успешных управленцев, но именно та школа, которая преподают, начальная школа вот, подготовки по управлению подразделениями, именно с командиров, с офицеров, это лучшая методика, и если кто-то хочет свою жизнь связать именно с руководящим составом, армии нужно пройти. Это лучшая школа. Я был очень активным ребенком. И иногда попадал в не очень хорошие компании, где тренер порой грубых дисциплинарных поступках меня очень хорошо так воспитывал. И наш тренер Талибшо Мирзагулович Ерасинов, он очень многих ребят поднял с колен из трудных семей. И даже сейчас я смотрю, и вот эта практика, она очень-очень рабочая. Вытягивать вот трудных подростков, трудных людей. Спорт дисциплинирует, спорт закаляет характер. Особенно, когда ты борешься на ковре, ты же выходишь, ты с противником 1 на 1. И там, вот, грубо говоря, кроме тебя, вот как ты отпахал, как ты тренировался, и ты выходишь туда, тебе больше ничего не поможет. Все, вот ты 1 на 1. И там проявляется воля, там проявляется характер. Когда тебя берут на болевой прием и начинают отламывать руку, тут у тебя 2 выхода: сдаваться, либо не сдаваться, терпеть и как-то выбираться. И это же есть тоже закалка характера.